Когда не было интернета, какие у вас были проблемы? Ой, здесь много проблем. Например, у некоторых случаются приступы, например. У некоторых из-за высокогорья у них непереносимость. И мы раньше, когда было у нас без интернета, мы ничего не смогли. А сейчас у нас есть какой-то шанс позвонить или какую-то консультацию надо получить или проконсультироваться врачами. А сейчас прям очень хорошо. А по бронированию клиентов какие проблемы были раньше? Знаете, у нас некоторые бронировали, прям большие группы, они никогда не приходили. Мы не знали. Они забронировали, мы думали, что они к нам, у них какие-то проблемы были, они задержались или были проблемы. А сейчас сразу знаем, если у них какие-то проблемы, сразу нам сообщают, мы сразу в курсе, что они придут или не придут. Вы уже других туристов можете размещать. Значит, вы можете уже больше заработать, да? Конечно. Не будет упущенных выгод, да? Да. А то вы сидите, ждете и так далее, бронируете сейчас места. Мы покупку и так далее. делаем. Да. Сейчас звоним в Атбаши, вот, которые люди работают в магазине. Я список передаю, сразу они пакуют, сразу передают нам. Классно. Даже нам не надо ехать. ехать. А сейчас они сразу отправляют. Классно. Да. Все, Рахмат. Да. Вот. Как называется ваш гостиничный комплекс? Меня зовут Элчева Турсун Сабаковна. Наш лагерь называется Голден. Мы открыли в 2022 году. Хорошо. Этот юрточный лагерь находится возле реки. Этот юрточный лагерь находится возле озера Кельсу. Да. Здесь вы первый инноватор, который предложил своим клиентам возможность доступа в интернет, да? Как вы это обеспечили? Мы стали, купили и вот поставили в нашем столовой. И сейчас все наши клиенты пользуются этим Старлингом. То есть вы даете доступ только своим клиентам? Своим клиентам и соседям тоже. Все мои соседи, они бесплатно заходят, пользуются когда они хотят. А сколько вам обошлось это оборудование? У нас $1500. Да? Да. А сколько тарифный план вы платите? Мы тарифный месяц 6500. Это так дорого, очень много оказывается, да? А какие выгоды вы видите, это приносит туристам? Да, в первую очередь это прям туристам очень необходимо. Сейчас все хотят на связи. И в вторую очередь нам тоже выгодно, потому что наши партнеры созвонятся и спрашивают, когда у них изменения, например, в турах, они передают сразу, мы узнаем получаем через WhatsApp. WhatsApp, да? Получается. Но телефонной связи тут нет уже. Телефонной связи нету, только по WhatsApp звоним, по WhatsApp смс получаем. Хорошо. Оцените туристический сезон 2024 года. В этом году в мае было очень много туристов. Мы так удивились, потому что по сравнению с прошлым годом в мае было мало. А в этом году было много. Но в июле у нас много групп было отменены. И прям обычно у нас в июле много туристов. А в этом году почти нет туристов в июле. То есть какие-то внешние факторы могли повлиять на это, да? Да, потому что у нас самый разгар сезона это июль-август. А в этом году в июле нету, а вот в августе сейчас уже немножко есть. Туристы есть. Хорошо.